Ингушетия в этом году впервые примет чемпионат России по вольной борьбе. Оргвопросы обсудил сегодня глава региона с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. Говорили о возможностях Дворца спорта принять такой большой турнир в республике. Юнусбек Евкуров выразил благодарность за оказание Федерации доверия региону и отметил, что приложит все усилия, чтобы соревнования прошли на высоком уровне. Напомним, чемпионат России по вольной борьбе является самым престижным турниром страны в этом виде спорта. В нем принимают участие самые лучшие борцы вольного стиля со всей России. Михаил, спасибо, что нашел время. Мы как друзья, как уже такие уже породнившиеся для нас понятия. Вы, мы, нет, наверное, уже. Для меня точно нет. Спасибо, буду на «ты». Спасибо, что нашел время приехать. И самое главное, спасибо, что согласился на наше предложение, чтобы чемпионат России провести в этом году в Республике Ингушетия. Для республики это большая честь и огромная ответственность. Мы сделаем все, чтобы и представляя республику, представить и Кавказ, в том числе в хорошем виде, показать наше самое, что нет, гостеприимство и радушие. Сделаем в обязательном порядке хорошие культурные и другие программы для спортсменов, для тренеров, для болельщиков. Ну и создадим все условия с учетом требований, в том числе федерации и требований, которые заложены во всех там стандартах, которые сегодня присутствуют. То есть сделаем все, чтобы и ты, как президент федерации, и твоя команда, вам было приятно и комфортно. Ну и самое главное, чтобы тренеры и спортсмены себя чувствовали здесь, в республике, как у себя дома. Убежден в том, что это будет действительно одно из самых привлекательных мероприятий на Северном Кавказе. Вольную борьбу здесь любят. Здесь колоссальные традиции, и победные в том числе. Есть огромный список людей, которые вошли в историю Советского Союза как выдающиеся представители этого вида спорта. И убежден, пройдет все успешно и с огромным количеством гостей, которые приедут на благодатную гостеприимную землю Ингушетии, лично ваших друзей. Ну и самое главное, я надеюсь, что после этого чемпионата вот все то, что вы делаете для республики, в плане развития физической культуры, в плане развития спорта, в частности спортивной борьбы, то, что делают ваши соратники, друзья, ваша команда, я убежден, что огромное количество молодежи, детей будут с удвоенной энергией, во-первых, пытаться реализовать себя, и второе, огромное количество детей, которые захотят заниматься этим красивым, мужественным, очень благородным видом спорта, олимпийским видом спорта. И, конечно, знаю ваше желание и вашу мечту как руководителя, как земляка всех этих молодых спортсменов, сделать все для того, чтобы в олимпийской сборной национальной к следующим Олимпийским играм в составе сборной команды, конечно, были ингуши. И в этом плане вы на меня можете полностью рассчитывать, на нашу организацию, на федерацию. Что тот, кто хочет, тому нужно помогать. Вы очень, действительно для этого очень много делаете. После протокольной встречи отправились на экскурсию, осмотрели 100-метровую башню Согласия. Юнусбек Евкуров рассказал гостям об истории и строительстве этого монументального сооружения. Также глава поделился планами застройки столицы и каким он видит Магаз в ближайшем будущем. От башни гости уже направились на аллею спортивной славы республики, где Михаил Мамиашвили оставил свой отпечаток, тем самым войдя в список выдающихся спортсменов современности.